والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Следующий хадис в этой благословенной книге. Хадис от Абу Хурейры, ради Аллаху та'аля ан, который сказал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аксару ма юдхилу джанната такваллах ва хуснул хулук». Наибольшее, что вводит в рай, это такваллах, богобоязненность и благонравие. Хадис передал имам ат-Тирмизи, и Аль-Хаким сказал, что этот хадис достоверный. Шейх Аль-Альбани назвал этот хадис хорошим, хасан. То есть хадис является худжа, является доводом, является аргументом религии. И так сказано: «Аксару ма юдхилу джанна», наибольшее, что вводит в рай. На что указывает это предложение? На то, что значит есть и другие причины для вхождения в рай. То есть причин для вхождения в рай. Аллах Субхану ва Тааля открыл много врат, много дверей блага для верующего. В частности, это причины, которые упомянуты в хадисе Абдулла ибн Салама, если вы помните, который мы изучали на прошлом занятии. Но наибольшее, что вводит в рай, сказано в этом хадисе, это такваллах ва хуснул хулук. Это богобоязненность и хороший нрав, благонравие. Мы знаем, как много аятов и как много хадисов, которые заповедуют богобоязненность, таква. Таква, мы говорили с вами, слово, которое происходит от слова викая. Викая, то есть защита. Таква, богобоязненность, это когда человек ставит защиту между собой и между наказанием Аллаха Субхану ва Тааля. Что такое таква? В чем выражается богобоязненность? Она выражается в том, чтобы выполнять то, что приказал Аллах Субхану ва Тааля, и чтобы оставлять то, что запретил Аллах Субхану ва Тааля, и все это на основе знания, полученного из книги Аллаха и сунны его пророка. Вот это таква, это наилучшее определение богобоязненности. Оставлять то, что запретил Аллах, выполнять то, что приказал Аллах на основе знания от Аллаха Субхану ва Тааля. Что касается благонравия, хуснул хулук, то об этом, конечно, мы говорили с вами уже много. Итак, эти две вещи, богобоязненность и хуснул хулук, благонравие, это то, что наибольшее, что вводит людей в рай.